Спасибо, господин модератор, уважаемые участники. С целью усиления борьбы против торговли людьми в Таджикистане законодательная база находится в процессе совершенствования. 14 июня 2014 года принят закон о противодействии торговли людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми, который устанавливает организационные и правовые основы противодействия торговли людьми, системе мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли людьми и их реабилитации. В настоящее время разработаны ряд подзаконных актов во исполнение данного закона. С целью усиления роли и расширения полномочий правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми были внесены изменения и дополнения в действующее уголовное законодательство Республики Таджикистан. Также особенности рассмотрения уголовных дел, связанных с торговлей людьми, внедрены в программе учебного центра судей. Предпринимаются ряд других мер в данном направлении. Принятые комплексные меры, направленные на борьбу с торговлей людьми, способствовали тому, что преступления в сфере торговли людьми имеют тенденцию к снижению. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, работа с лицами, ищущими убежище и беженцами осуществляется на основании принципа недискриминации. В Республике Таджикистан принцип непринудительного возврата беженцев закрепился как гарантия соблюдения норм Конвенции о статусе беженцев. При содействии УЭКБ часть беженцев была направлена в другие страны, в том числе в Канаду. Остальные беженцы проживают в Республике Таджикистан, которым гарантируется оказание медицинской помощи, трудоустройство, работа по найму, предпринимательская деятельность, пользование иными правами, в том числе получение начального и среднего образования. В настоящее время с целью исполнения международных обязательств Таджикистаном завершается строительство Центра временного размещения лиц, ищущих убежище. Также в связи с тем, что у нас беженцы в основном поступают с Исламской Республики Афганистан, в сотрудничестве с представительством УЭКБ в Таджикистане разрабатываются механизмы перенаправления лиц, ищущих убежище, и рассматриваются вопросы взаимодействия со странами Центральной Азии в целом. Таким образом, наша страна видит пути решения проблемы в гармонизации национального и международного законодательства, реализации совместных комплексов мер и сотрудничества государств с международными организациями. Спасибо за внимание.